Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Гайсина Лира Альбертовна. Я являюсь доктором биологических наук работаю сейчас научным руководителем естественно-географического факультета. В этом году я являюсь председателем предметной комиссии по вступительным испытаниям по экологическому образованию. И я буду председателем, значит, тех людей, которые будут оценивать ваши вступительные испытания. Ну, во-первых, я очень рада, что вы решили поступать в наш университет на программу «Экологическое образование». Эта программа очень востребована. Вы, наверное, уже видите, да, что в настоящее время экология выходит на первые полосы газет, журналов, потому что сейчас экологическая повестка доминирует не только в науке и в образовании, но и в экономике как Европы, так и других государств, и поэтому в экономике нашей страны тоже. Поэтому, если вы поступите к нам на экологическое образование, то вы будете востребованы на рынке труда не только в Республике Башкортостан, но и за ее пределами. Но сейчас давайте более подробно остановимся на тех испытаниях, которые вам необходимо преодолеть для того, чтобы поступить в эту магистратуру. Ну, здесь я уже сказала, да, что я являюсь председателем комиссии. Так, хочу отметить, что все правила, которые касаются поступления в университет, они подробно изложены на сайте нашего университета. И там же представлена программа вступительных испытаний. Я хочу просто вам напомнить, из каких этапов они будут состоять. Вообще это у нас называется комплексный экзамен, да, который состоит из двух частей. Значит, первая часть – это тест. Как вы видите, значит, он будет включать в себя 25 заданий. Вот. Вы можете получить максимум 50 баллов за тест. И второй этап – это реферат, за который вы тоже можете получить 50 баллов. То есть максимум баллов вы можете набрать 100 за эти две части этого экзамена. В связи с тем, что в этом году у нас продолжается пандемия коронавируса, вступительные испытания будут проходить с использованием дистанционных технологий. Ну, если вы знакомились с программой, то вы видели, что в основном у нас мы будем оценивать знания ваши по двум разделам. Это ботаника и экология. Вот в экологии 3 раздела – это организмы и среда, популяции и биосфера. Ну, тестовые задания у нас составлены таким образом, что в каждом тесте 4 вопроса, которые требуют только выбрать один правильный ответ. То есть нет ситуации множественного выбора, не нужно дополнить ответы и так далее. То есть тесты очень простые, и они составлены в соответствии с теми требованиями, которые необходимы вам по ботанике и по экологии. Я не думаю, что эти задания должны вызвать у вас затруднения, если вы имеете знания по этим основным 2 разделам биологии. Ну вот, например, тестовое задание по ботанике. Большую часть зрелой растительной клетки занимают вакуоли, рибосомы, хлоропласты или митохондрии. Ну, я надеюсь, что вы все прекрасно понимаете, что правильным ответом является первый, да, который у нас здесь выделен жирным шрифтом. Но следующий пример – это тестовое задание по экологии. По обочинам дорог, свалкам, отвалам грунта часто поселяются виды растений, не свойственные данной местности, так как в этих условиях ослаблена конкуренция с местными видами растений, улучшено снабжение растений водой, увеличена концентрация минеральных веществ, либо отсутствуют растительноядные животные.
Но верным является первый, значит, вариант ответа первый. Ну, сразу хочу отметить, что обычно абитуриенты успешно справляются с тестовыми заданиями и получают относительно высокие оценки. Что касается рефератов, то здесь оценки бывают, как правило, ниже. Почему? Потому что абитуриенты, они очень небрежно относятся как к содержанию реферата, так и к его оформлению. Вот сейчас посмотрите, какие требования к оформлению. Не менее 15 страниц. Текст реферата печатается 14 шрифтом через 1,5 интервала. Необходимо оставлять поля в соответствии с требованиями. Потом соблюдать абзацы. Затем, посмотрите, необходимо заголовки и подзаголовки отделять от основного текста сверху и снизу пробелом в 3 интервала. К сожалению, часть абитуриентов абсолютно не соблюдает никакие правила оформления. Они, возможно, скачивают какие-то куски текста из интернета, их абсолютно не форматируют, не ставят ссылки на литературу. И вот такой небрежно оформленный, значит, реферат они сдают. И сразу у комиссии возникает вопрос, если абитуриент уже на этапе вступительных испытаний не позаботился о том, что хотя бы оформить работу, как этот абитуриент в дальнейшем будет относиться к учебе. Это сразу заставляет нас снижать балл и, соответственно, снижает ваши шансы на поступление. Поэтому я прошу обратить пристальное внимание на оформление. Ну, теперь структура реферата какая? Титульный лист. Это структура обычная. Она, значит, традиционная для рефератов, для ВКР и для всех других, значит, работ. Содержание, да, потом введение, основное содержание, заключение, список литературы. Какие проблемы? Вот чаще всего у абитуриентов не вызывает, значит, затруднения изложить основное содержание. То есть здесь какой-то, значит, они информацию приводят. Проблемы с введением начинаются. Почему? То есть, во-первых, либо введение, оно слишком длинное. Введение обычно 1 страница, максимум 1,5, но лучше 1. Дальше. Обязательно должна быть отражена актуальность вашей работы и поставлена цель и задачи. Вот введение – это показатель того, насколько вы вообще понимаете, чем вы занимаетесь. То есть должна быть цель, исходя из цели, несколько задач должны быть поставлены. И в заключении этого реферата обязательно нужно остановиться, насколько были достигнуты цели реферата. Но сразу скажу, что реферат – это не исследовательская работа, это работа, которая предполагает изучение литературы. Но в заключении вы должны сказать, что изучив литературу по такой-то проблематике или ознакомившись с проблемой, значит, можно прийти к такому-то выводу. То есть грамотно составленное введение и заключение – это показатель того, насколько абитуриент вообще мыслит и насколько он сможет самостоятельно выполнять многие виды работы и заниматься исследовательской деятельностью. Потому что магистратура отличается от бакалавриата тем, что здесь предполагается уже больше самостоятельной работы и проведения исследований. Список литературы. Обратите внимание, не менее 10 источников. То есть, если даже вы приводите ссылки на какие-то сайты, то это тоже источник литературы, который необходимо оформить в соответствии с требованиями. Теперь вот внимательно посмотрите критерии оценивания реферата, на что мы будем обращать внимание. Актуальность темы 10 баллов, да? Умение анализировать материал, логически, значит, писать введение заключения, о чем я сказала, 10. Полнота раскрытия темы, это насколько вы привели первоисточники, да? И обратите внимание, привлечение новейших первоисточников. Не надо писать рефераты и приводить, например, источники, которые датируются там 50-ми или 80-ми годами прошлого века. У нас сейчас 2021 год, поэтому укажите
хотя бы пару источников, которые датированы 2020-2021 годом. Правильность оформления, отсутствие ошибок – это следующие тоже 10 баллов. Итак, если вы все сделали правильно, то вы за реферат можете набрать максимум 50 баллов. Ну, примерная тематика рефератов, она здесь очень широкая. Она представлена, значит, в программе вступительных испытаний, поэтому я не буду все ее приводить. Посмотрите, значит, здесь вы можете представить раскрытие любой проблемы, которая касается экологии. Теперь, если вы, обучаясь в высшем учебном заведении, которое вы закончили, у вас ВКР была так или иначе связана с экологией, вы можете представить обзор литературы в качестве реферата. Это даже для вас будет более выигрышный вариант, потому что обзор литературы у вас уже проработан. Но обратите внимание, в данном случае тогда вам нужно изменить введение и заключение. То есть, если там у вас было исследование, да, и у вас цели и задачи касались исследования, то здесь они будут касаться изучения только литературы. Вот на это, пожалуйста, обратите внимание. Теперь об источниках литературы я вам здесь тоже не говорю, потому что все это есть в программе. Что касается теста, то источники литературы – это учебники ботаники, учебники экологии. Теперь, что касается рефератов. Это, естественно, тоже учебники, статьи современные, да, журналы. Вы можете широко использовать статьи из интернета, вы можете использовать интернет-ресурсы, но, пожалуйста, обязательно приводите ссылки. И пожелание, чтобы вы представили весь спектр источников, первоисточников. Хорошо было бы привести какие-то источники зарубежные, не только российские, да. То есть это тоже очень серьезная работа, по которой мы вас будем оценивать и которая повлияет на вашу оценку. Итак, дорогие абитуриенты, я постаралась изложить, значит, те требования, которые мы предъявляем к вступительным испытаниям, то есть как вам нужно готовиться к тестам, как вам нужно готовиться к рефератам. И я желаю вам удачи и надеюсь, что вы успешно сдадите этот комплексный экзамен и станете магистрантами нашего университета по программе «Экологическое образование». Успехов!